У нас есть особое предложение. Для тех, кто хочет заработать в интернете. По ссылке в описании можно записаться на бесплатный вебинар и, следуя рекомендациям нашего трейдера, зарабатывать и исполнять свои мечты. Ссылка в описании. Аленка же моя однокашница, как и Леха был. Ну и все это на моих глазах тогда, когда ее вместо брата с товаром взяли. А Леха разбираться пошел. А правда, что Будягин несколько раз задерживал Егора, а потом требовал деньги с Аленой? Правда? Развлекался так. И зарабатывал. Я из-за этого с ним и рассорился. Гниль человек. А ключей-то у меня нет. Я мент. Обхожу путем взлома. Ну, хозяин квартиры-то мертв. А ты, как представитель закона, имеешь право войти в квартиру любым доступным способом. Так что, прошу. Квартирка-то не опечатана. Так и нам вчера только позвонили насчет Будягина. Ну вот я и пришел пломбировать. О, ключик нашелся. Ну да. Я тут у него впервые. Да, Будягин, оказывается, был на всю голову больной. Одержимость. Переклинился. Я-то думаю, че он никак не женится. Серег, а Будягин мог быть причастен к гибели Алёниного жениха? Они тогда с Алешкой поехали на разборку. Будягин уцелел. Может, не сунулся, в самое нельзя. Алешке 8 живых прилетело. Тогда они обсудили, ведь сейчас тебе его отсюда не забрать. А я и сама не хочу в этот заразник. Тогда чего? Если хочешь вернуть сына, дождись Алену. Может, она подумает и отдаст. Отдаст. Как будто мой Даня чемодан. А мне не только он нужен. Я, может быть, хочу сына растить в условиях, к которым он привык. Деньги нужны. Ага, понятно. Только Кирилл Юрьевич… В тюрьме. Там ему и место. Когда Алена из своего Задрюпинска вернется? Горе у нее там. Брат хоронить придется. Так что, не зайдешь даже проведать? Может, теперь ждет, что придешь или позвонишь хотя бы? Не надо, а? Я ему пишу. Что? Где деньги? Деньги, деньги. Тебе мне только деньги нужны. Вообще-то я тебя с острова вытащил. И ты туристам соки отжимала. Я ничего от жизни не хотела. Гриш, не обижайся, но я думала, все как-то попроще тут будет. Думала, приедем. Я позвоню Залесскому. Ага. Я тоже думал, что все будет попроще. Ну, можешь радоваться. Бывшему считать, что отомстила. Гриш, ты мне так не рассказала, что в той квартире было. Тебе достаточно знать того, что Залесского взяла полиция. Все. Чего ты еще от меня хочешь? Что я должна сделать? Я хочу, чтобы ты вытрясла с его женой все свои деньги. И мы с тобой уехали отдыхать. Надолго. Да, моя хорошая? А Даня? Ну, ты серьезно хочешь повесить нам на шею 12-летнего пацана? Он все эти годы не был тебе нужен. Что изменилось?
Ничего, да? Идем. Идем. У нас есть еще выпить. Будет тебе, Алена. Это тебе от Егора. Месяц назад сказал, если что случится, передайте сестре. Как чувствовал. Не могу сейчас. Это что ж я здесь сестра такая, что он не мог мне сам отправить. Не хотел. Алена! Алена, не надо, Алена! Алена! Это вы убили моего брата. Вы же даже шанса ему не дали нормально жить, спортом заниматься, работать. Коготок увяз, все птички пропасть. Один раз человек оступился, так что все, у него одна дорога, на горбатку и в землю. Из-за таких, как вы, здесь все прогнило. Скажите мне, ваша честь, в чем виноват мой брат? Это он убил вашу Кристину? Скажите мне в лицо. Ты думаешь, что говоришь? Человек только что дочь похоронил. Вы же здесь все заодно. Это ты у своего мужа спроси, почему твой брат увяз. Пошла вон отсюда. Иди сюда. Тихо, тихо. Успокоились. Все, забыли, где находитесь? Имейте уважение. Нужно поскорее уезжать из города. От беды. Беды. Увезти тебя в целости и сохранности. Нашла с кем связаться. Я и так знаю, кто причастен к гибели Алёши. Кирилл. Не напрямую, конечно. Кирилл? Что значит не напрямую? Кирилл фармацевт. И у него всегда здесь были дела. Я догадывалась, но закрывала на это глаза. И Будягин знал. Сболтнул меня со зла. Пищу. Я не понимаю. Кирилл – поставщик запрещенных препаратов. Теперь все сходится. И все эти его частые отъезды и проверки, которыми замучили фирму. Он связан с людьми, которые тогда убили Алешу, с которыми связался Егор. Угу. Ну, мало ли что сболтнул Будягин. Он правду сказал. А сам молчал, потому что был связан с этой мерзостью. Хорошо, давай потом поговорим. Ты сейчас не в себе. Ты же не откажешься помогать Кириллу после того, что я сказала? Я не откажусь. В любом случае, я веду дело Кирилла. Нынешнее дело Кирилла. Ты сама недавно узнала. Я вообще не понимаю. Кирилл, он же... Не знаю, как жить мне теперь. Он... Валя, не бросайте, пожалуйста, Алену. Душа за нее болит. Я ее не брошу, Анна Ивановна. Насчет письма. Я уже прочитала его, не удержалась. Там он предупреждает сестру. О чем? Об этом деле. О том, что муж ее связан с делами этими нехорошими. Чтобы она бежала, чтобы бросала его и не терпела из благодарности. Анна Ивановна, у меня вопрос. Почему Егор избегал общения с сестрой? Ну, ему стыдно было, что он позорит ее. Он хотел перед Аленой явиться человеком, а видите, увяз по самую макушку. А вот насчет мужа ее, я думаю, что он только недавно понял, что тут за фрукт. Стой.
Мне в гостиницу надо. Тебя уже ждут. Кто? Вон, люди, видишь? Ну, у меня там вещи, документы. Сделано так. Ты ждешь меня в машине. Я иду в отель. Собираю твои вещи и документы. Договорились? Уже жалеешь, что со мной связался? Я сама себе как кость в горле. У меня там зеркальце складное. Мне его Егор подарил. Я без него не поеду. Вы ключ сдадите? Да, конечно. Спасибо. Держите. Спасибо. Как пройти через черный ход? Через второй этаж и вниз по лестнице. Я не хочу от них бегать. Я хочу, чтобы они сказали, это они убили Егора. Это очень опасные люди. Но я их не боюсь. Пусть скажут, кто им приказал. Они тебе скажут, что у Егора был сердечный приступ, и все. Нам все равно от них не убежать. Мы хотя бы попробуем. Лучше сделать тяжелее, чем наоборот. Давай руку. Осторожно. Давай. Садись, я попробую от них оторваться. Все-таки я у тебя умный. И красивый. Ты лучше. Записи у консьержки очень удачно забрали. Раз жена твоего бывшего не хочет покупать фотки, мы эти кадры предложим купить. А лучше адвокату отправим, который сейчас не катается. Гриш, дай еще таблеточку. Нельзя. Еще сорвешься. На, персик. Ешь. Ты нам чистая нужна. А если мне хорошо? Понять бы, почему жена Делескова с деньгами нас динамит. Мне пришло видео на телефон. Видимо, тебе тоже. Давай, покажи ты, потом я. Жаль. Я вот думал, когда же ты мне скажешь, что ты тут тоже была в квартире Кристины. Я не собиралась это скрывать. Просто… Ну, я не знала, как тебе об этом рассказать. Ну так сейчас. Ты знаешь, как рассказать? Расскажи мне сейчас. Тебя позвал Будягин? Да, он сказал, что мы там обо всем договоримся, а потом получилось. Обсудим, да? Как твой муж пользует тебя. И не только тебя. А ты знаешь, что девочка залетела? Ну и что делать будем? А? Пусть Кристиночка рожает ребеночка дяде Кириллу. Или ты ей денег дашь, чтобы она избавилась. И папочке своему судье ничего не сказал. Что несешь? С Кириллом сами разберемся. Не трогай меня.
Не трогай меня! Я выбежала, но они оба были живы. Дальше. Ты позвонил Кириллу. Нет. Я посчитала, что это не телефонный разговор, а юной беременной любовницы. То есть он там оказался сам по себе? Ну, а потом дети, скорая, больница и… А как ты думаешь, что могло произойти там после твоего ухода? Я не знаю. Если ты не веришь мне, когда вернемся, я пойду в полицию и дам показания. Я знаю, что он был там дважды. Он и еще какой-то человек. Это они? У тебя с кладбища и возле гостиницы. Они что, за нами? Может, ты ошибся в гостинице? Очень на это надеюсь. Ну, может, они тоже идут в город именно этой трассой. Ладно, я отойду и поедем. Ты знаешь, она Юле сказала, что ее машину кто-то испортил. Скажи честно, это ты сделал? Хотел ей нервы немножко потрепать, чтоб сговорчивее была. Она точно полной дурой оказалась. Гриш, а мы точно не зря все это, а? Не зря. Я эти деньги получу. Надо будет, пацана из больницы заберу. Или даже обоих. Я все сделаю. Как скажешь. Где Юрий? И этот ваш? У вас ко мне вопросы или к нему? Слышь, Витек, где Толян? Что-то ему опять наймется. Что вы делаете? Стой! Алена, не время показывать характер. У тебя же претензии лично ко мне. А если есть, ответишь, а? Знаю я таких, как ты. Много болтовни, мало дела. Мало дела. Что? Спокойно. Все вроде в порядке. Твое зеркальце спасло меня. Разбилась. К беде, которая уже случилась. Надо же опять в этом номере. Только теперь я без рубашки. Не время показывать характер. Это ты намекал на то, что я безвольная обычно? Нет. Уехала жить с Кириллом. Жила в унизительной роли. Не настояла по поводу Егорки и ничего не делала, когда надо что-то делать. Стой. Я имел в виду, что ты… У тебя сыновья, а ты рискуешь собой. Из-за тебя испугалась, дурак. Если еще и с тобой что-нибудь случится из-за меня. Мне нравится, когда ты злишься. Алешка. Как ты меня назвал? Алешка. Назови меня так еще раз. Алешка. Лучше сделать тяжелее, чем не сделать. Теперь я буду учиться делать то, что я хочу. И… Так. Нечестно получается. Я полуголый, ты одета. Так, стой, подожди, стой, подожди. Это мне надо учиться не делать того, что очень хочется. Я в машину спать. Подожди. Ты ранен, в машину пойду я. Мы будем спорить? Еще как будем.
ты не спал? Тебя охранял. Всегда будешь. Если мы сейчас с тобой сюда не уедем, мы вообще не уедем. До свидания. Всего доброго. Приезжайте к нам еще. Здрасте. Здравствуйте, вы к нам? Номер хотите снять? Мне нужно проверить ваши камеры наблюдения. Работают? Проходите. Ален, я сейчас в отделение, потом в изолятор. К нему? Да, к нему. К нему еще есть какие-то дела. Насчет того, что Егор писал в письме про Кирилла. Давай не будем об этом. Не сейчас. Я пойду к дяде. Хорошо. Она с ним спит. Или собирается. По бабе это видно. Что у него на лбу написано? Светится все. Ну, значит, легче будет ее шугнуть. Тогда платить не будет. Че он остановился, таращится? Гриш, может, зря мы все это, а? Не зря. Солнышко разрисуешь. Угу. Мальчишки, ну как вы тут? Привет. Привет. Где папа? Почему ты приехала с каким-то мужиком? Я видел в окно. Это наш адвокат. Он занимается делами. Ты врешь. Папа арестован. Ты в интернете прочитал? Врачи знают? Я скажу, Дань, ты не А я сам скажу. Здесь была моя мама. Стася? Да. И скоро я уеду с ней. Нет, сынок, я вас никому не отдам. Николай Леонидович. Здрасте. Рад вас видеть. Ну что, прошли сегодняшнюю норму? Нет, до нормы еще 2000 шагов. Угу. Давайте я с вами пройдусь. Судя по твоему внешнему виду, дела пошли не очень. Ну, как-то так. Но я всегда вас учил, что прямота – друг человека. Может быть, прямота и друг человека, но явный враг адвоката и его подзащитного. Вы мне, наверное, не вот поставили. Понятно, спутал личность с работой. Что за дело? Дело такое. Потерял я голову от жены своего подзащитного, своего приятеля. К тому же она может быть еще и подозреваемая. Что вы мне посоветуете, даже не знаю. Тут советовать нечего. Ты сам должен выбрать. Это несовместимо. Отказаться от дела, перестать видеть ее. Как ее зовут? Ее зовут Алена. Да. От дела отказываться не стоит. Но ты не должен забывать, что это чужая жена, понимаешь? Чужая.
деревом разговаривают, что ли? Да не думаешь, что я твою бывшую на что-то подсадил? Как тебя когда-то. Я не хочу об этом. Я вылечилась давно. Да ладно ты. Расслабься. Пойду потрещу с этой курицей. Зря ж мы приехали, да? Девушка, вам плохо? И плохо, и хорошо, если такое бывает. У вас тут лежит кто-то, да? Дети? Болеют? Да ничего серьезного, скоро выпишут у них тихий час, так я вышла подышать на воздух. Это я тебе видео отправил. Так что, подруга, договоримся? Заплатишь или мне ментам скинуть? Оно, наверное, им больше понравится, чем фотки. Так фото, значит, тоже вы? И моя машина? Я ничего вам не буду платить. Да ладно, я тебе могу скидку сделать. Я же потом по-другому попрошу. Ну смотри, получили токсикологию, и тут окончательное заключение экспертов по Парваевой. Ага. Очень хорошо. То есть получается, что девушка погибла по трагической случайности. От удара при падении у нее начался отек мозга. Кома и смерть, ну так-то. Это как была ситуация с одной артисткой. Она каталась на лыжах, упала вроде не сильно, а потом через пару часов никто ничего не успел сделать, у нее отек мозга и все. Надо, выйди. Забери. Так, вот значит, вот что получается. Статья меняется? Меняется на непреднамеренное с нанесением тяжких телесных повреждений, так? Ну да. Но с Будягиным сложнее. Его упорно добивали. Вопрос в том, кто. Кто? И это явно не Кристина. Вот кто нам нужен. Вот кого нужно искать. Алло. Да, а что случилось? Все в порядке? Ты в порядке? Да, нормально. Сможешь его описать? Да, обычный парень, лет 30. Посмотри. Он? Да, это он. Что мне делать? Ну, для начала не бояться. В больницу он вряд ли сунется, потому что там охрана. Я его тут сегодня видел машину. Оперативник, может, скинул информацию, но он был не один, он был с кем-то. Я не понял, девушка или парень. Может, это Стася, мама Дани? Она, оказывается, была в больнице, пока меня не было. Она хочет забрать ребенка? У меня ребенка хочет и денег побольше. И ни того, ни другого не получит. Ладно. Спасибо за информацию, мне нужно идти. Угу. Иди. Ну все, иду. До завтра. Хорошо, давай еще раз проговорим показания. Ты был в квартире дважды. Зачем? Первый раз я пришел, увидел 2 тела. Хотел вызвать полицию, эту скорую. Понял, что забыл мобильный в машине. Спустился за ним, вернулся. Нормально? Нормально. Хорошо. Ничего, мы вернемся. Ты знаешь, что в квартире Кристины была Алена? Знаю. Лапухин рассказал. И что на вазе нашли ее отпечатки. Я очень надеюсь, что это не она. Хотя в тихом омуте иногда, конечно, такие черти водятся, что… А ты чего? Странный такой, из поездки вернулся. С рулем все время. Подустал.
подустал. Это я здесь подустал. Когда это все уже закончится? Поспокойней, Кирилл. Вдыхай. Все, что прочитается Лабухину, я передал. Скоро дело уйдет в суд, а там с большой долей вероятности тебя освободят из зала суда. Я очень на это надеюсь. Стася. Что, Стася? Мать Дани. Я знаю, ну... Что ты сейчас о ней знаешь? Что я ей перечисляю каждые полгода. Причем очень нехило перечисляю, чтобы она сидела на своих морях, островах и не совалась нам в жизнь. Эта курица что, притащилась опять? Привет. Никто вас не видел? Нет. Теперь все вместе уйдем, как и договаривались. Да, уйдем. Сфоткай нас. Что ты замерла сфоткать? Стой ровно. А теперь давай к ней и подробно объясни, почему он должен заплатить. Замер. Даня. Лёш. Мальчики, вы где? Извините, вы не знаете, где мои сыновья? Их увезли куда-то, им хуже стало. Не узнаешь? Стася. Где они? Не кричи. Идем со мной, если хочешь вернуть своего сына. Где мои мальчики? Вы что, с ума сошли? Идем. И кошелек прихвати, пригодится. Иди, я тут подожду. Почему? Потому что там камера. Начнешь делать глупости, я тут же Грише позвоню. Сына не увидишь, поняла? Сыновей. Даня, он... Ты что, всерьез решила его забрать? А ты подумала, где он будет жить, как он будет питаться, одеваться, в какую школу он пойдет? Ты об этом обо всем подумала? Не умничай, а? Ты думаешь, ты чем-то лучше меня? Да Залезки легко об тебя ноги вытрет и выбросит, как меня, поняла? Забирать у него ребенка – это глупость. Он всего тебя лишит. Он меня уже всего лишил. Иди. За мной следят. Слышите? И эти люди не должны видеть, что я обращаюсь за помощью. Это вы мне? Вам. Пожалуйста, наберите номер телефона с мобильного незаметно. И включите громкую связь. Я вам сейчас продиктую номер. Говорите. Оставьте сообщение после сигнала. Это я, Алена. Я звоню с чужого номера. Мой телефон у людей, которые забрали моих детей. Я сейчас передаю им деньги. По-другому нельзя. Мы в больнице. Если можешь, помоги. Алло, полиция? Тут женщине, кажется, помощь нужна. Это я, Алена. Я звоню с чужого номера. Мой телефон у людей, которые забрали моих детей. Андрюха, есть работа? Звать на помощь некого, домой все ушли. Вы с ума сошли? Не только после болезни. Стоять! Деньги давай, потом пацанам.
Здесь явно не вся сумма. Банкомат всю сумму не выдает, там лимит. Я потом все отдам. Значит, я пацанов тоже потом отдам, когда все деньги будут. Поняла? Руки убрал! Я не пойду ни с тобой, ни с ней! Отпусти! Гриша, это ребенок! Гаденыш, это менты валим! Тебя кровь. Ничего. Главное, вредом. Я никому тебя не отдам, слышишь? Никому. Где мальчики? Все в порядке, они уже в палате с врачом. Стой. У тебя ссадина, пойдем к врачу. Пойдем. Это царапина, все нормально. С кем он был? Со Стасей. Ей удалось сбежать. Ей не нужны дети, ей нужны деньги. Я поехал в отделение. Поговоришь с этим. До свидания. Давай. Пойдем. Я очень испугался за тебя. Слышишь? Я очень испугался. Ива, пожалуйста. Все это неправильно, то, что между нами. Все это выглядит перед детьми, перед Кириллом. Послушай меня, послушай. Ты мне очень нужна, очень. Очень. А Кириллу я все скажу. Как только он выйдет из тюрьмы, я все скажу. Это впервые в моей практике. Я не хочу помогать своему подзащитному. Я не хочу. Я могу его вытащить, а могу его засадить за двойное убийство. А вот как раз этого, Юра, ты и не сделаешь. О, это Залецкий еще тот моральный урод. Там такое вскрылось, Николай Леонидович, что... А чувствую моральным уродом себя я. Потому что влюбился в замужнюю женщину. Так вот, Юрочка, в моей практике был похожий случай. Одно из первых дел. Я до смерти влюбился в жену подзащитного. Что? Что, ну, подзащитному я помог, а потом увел у него жену. Зовут ее Зинаида. И живем мы с ней душа в душу уже 40 лет. Ключ кончился. Встать, суд идет. Прошу садиться. Ваша честь, прошу принять во внимание показания соседей, слышавших крики ссоры и звуки падающих предметов задолго до появления в квартире моего подзащитного. Можно предположить, что Будягин и Порываева поссорились, стали выяснять отношения и нанесли друг другу травмы. Экспертиза показала, что роковым для девушки стал всего лишь один удар. Также требует проверки причастность третьего лица, уже задержанного Григория Шишко. Следствию были переданы видеоматериалы, предполагающие возможную причастность Шишко к гибели Будягина и Порываевой. Необходимо проведение следственных действий, которые либо докажут, либо опровергнут вину Шишко. Исходя из вышеизложенного, я настаиваю, что мой подзащитный был задержан несправедливо. У меня все, Ваша честь. Да, я уже начал было сомневаться. Тертый ты калач. То, что тебя отпустили под подписку о невыезде, это формальность. Надеюсь, суд дожмет мою версию про обоюдку. Ален, а что ты как не родная стоишь? Поблагодари нашего спасителя. Спасибо вам большое. Обычно она более разговорчивая. Кирилл, поехали домой, тебя дети очень ждут. Да. Ну, не прощаюсь. С возвращением, Кирилл Юрьевич. Лида, а это правда? Стася приходила в больницу? Да, она приходила к Дане. Я просила ее вас дождаться. Я с ней тоже виделась. Был там один инцидент в больнице. Даньку я ей не отдала.
А что, Юрий тебе не рассказал? Юрий? Юрий. Я смотрю, вы здесь без моего адвоката вообще ни шагу ступить не могли. У меня только один вопрос. А где сейчас Стася, если ее не задержали? Судя по всему, она вернулась обратно. По крайней мере, она больше не объявлялась. Ты обедать будешь? Ну, ты еще спрашиваешь, солнышко. Я же после тюремной диеты. Лидочка, накрывайте на стол. Да, конечно. Юр, что случилось? Ты же вроде дело выиграл, а выглядишь, будто потерял близкого человека. Я, Лада, как-то особенно остро сегодня почувствовал, что я никому не нужен. Бутылка лучший друг? Это не выход. А знаешь, почему так? Почему? Потому что ты всегда один. На нас совсем не обращаешь внимания. На вас это на кого? Сотрудников? На нас, Юра, это на женщин. В тебя, между прочим, вся женская половина офиса влюблена. У тебя такой образ романтический. Грустный принц. Грустный. Принц. Почему принц? Если бы ты дал хотя бы какой-то знак. Ладно. Есть женщина, которую я очень... Мы не можем быть вместе. Не верю. Ее хочется обнять, прижать к груди, как в стихах. Если эта женщина действительно есть, то всегда можно что-то сделать, а не сидеть сложа руки. Если она тебя любит, то она будет только счастлива. Спасибо тебе большое. Спасибо. А говоришь, не принц.